Здравствуйте, это рубрика «Интервью». Я Татьяна Донцова, и сегодня гость нашей студии, руководитель Хакасского управления Федеральной антимонопольной службы России Ксения Лебедева. Здравствуйте, Ксения Александровна. Здравствуйте. Насколько нам известно, в ведении вашей службы очень много резонансных дел, которые очень близки, скажем так, рядовым жителям Хакасии. Вот по зиме, наверное, даже это был февраль, у нас было нашумевшее дело по повышению стоимости проезда в автобусах Саяногорска и Черногорска. На какой стадии рассмотрения дела сейчас и какие-то, может быть, уже можно сделать выводы или, может быть, принято решение? Действительно, было возбуждено 2 дела о нарушении антимонопольного законодательства. Мы их возбудили по факту сговора между пассажирскими перевозчиками в городе Черногорске и городе Саяногорска, которые в период с февраля месяца единовременно установили необоснованный, увеличили размер платы за проезд для жителей данных городов. Мы возбудили 2 дела, это по перевозчикам Саяногорска и Черногорска. В настоящий момент по перевозчикам Саяногорска мы приняли решение о нарушении законодательства. То есть мы признали факт картельного сговора, что недопустимо, предусмотрено законодательством о защите конкуренции. Что касается перевозчиков города Черногорска, то мы в настоящий момент еще рассматриваем дело, отложили буквально разбирательство, но, скажем так, все доказательства, подтверждающие факт заключенного соглашения, у нас собраны, осталось только принять окончательное решение. Ну, как часто у нас в Хакасии компании, фирмы грешат вот сговором? К сожалению, такие случаи в настоящий момент достаточно часто у нас происходят на территории республики, причем этот сговор совершается не только на торгах, что достаточно часто происходит. Кроме того, мы рассматривали по факту сговора в отношении страховых компаний, которые, помните, навязывали нам дополнительные услуги страхования. Мы это дело рассмотрели, выиграли все суды. В настоящий момент мы рассмотрели эти дела по фактам сговоров увеличения стоимости за проезд. Что касается перевозчиков, то буквально в 2014 году мы рассматривали дело, где у нас перевозчики города Абакана вообще отказались выходить на маршруты. И в один прекрасный день утром просто не вышли на эти маршруты, мотивируя тем, что слишком низкий размер платы и тем, что менялся порядок отбора данных перевозчиков. Мы по данному факту тоже признавали нарушения. Аналогичным образом отстояли все свои решения, принятые в судах. У нас таких отмен нет судебной инстанции. Мы этим очень гордимся, тем, что все-таки все решения, которые мы принимаем, они достаточно поддержку хорошую получают в арбитражных судах. Но это не единичные факты. Мы возбуждаем дела и в том числе по результатам и по делам правоохранительных органов, которые по иным фактам возбуждают дела в отношении должностных лиц, заказчиков, допустим, по торгам, которые получают либо взятки, либо это должностные лица хозяйствующих субъектов. Это тоже является признаком сговора и карается антимонопольным законодательством. Если я вам задам вопрос по сговору на бензиновом рынке, есть такие факты? Нет, сговора у нас не было, но мы возбуждали дело по факту злоупотребления доминирующим положением. К сожалению, первую инстанцию мы проиграли в суде. Всем помните дело по Хакаснефтепродукту. Мы достаточно много говорили о нем, говорили о том, что мы выявили факт злоупотребления доминирующим положением на рынке оптовой реализации стоимости бензинов. К сожалению, суд первой инстанции нас не поддержал, мы его проиграли. В настоящий момент подали апелляционную жалобу. В 3-м арбитражном апелляционном суде рассматривается это дело. Пока результатов нет, но решение не вступило в силу. Тем не менее, мы надеемся все-таки, что суд нас поддержит, поскольку, по нашему мнению, факт злоупотребления был. Ксения Александровна, нередко выносится решение внести какую-либо организацию в реестр недобросовестных поставщиков. Что это за реестр и кто туда попадает? Как часто попадают? Федеральная антимонопольная служба ведет такой реестр недобросовестных поставщиков. Этот реестр ведется в отношении предприятий и организаций, которые работают по 44-му закону. По закону о закупках этот реестр был как в 94-м, так он плавно перекочевал и в новое законодательство о размещении заказов, в закон о контрактной системе. Что подразумевает собой этот реестр? Туда вносятся фирмы и организации, которые, допустим, выиграли процедуру торгов и по каким-то причинам необоснованным, возможно, и обоснованным, но незаконным,
не исполнили контракт, либо исполнили контракт ненадлежащим образом, поставили несоответствующий товар, который был предусмотрен предметом контракта. Такие фирмы, к нам обращаются заказчики, и мы такие фирмы включаем в этот реестр недобросовестных поставщиков. Тоже проводится определенное разбирательство, мы проводим эти процедуры, рассматриваем причинах, почему так произошло, почему не поставили срок. Возможно, где-то нам доказываются причины уважительные пропуска, допустим, срока, либо неуважительные. В том случае, если факт подтверждается, то мы вносим в реестр недобросовестных поставщиков. Что он дает? Включение в данный реестр, скажем так, не позволяет участникам закупок участвовать в процедуре торгов еще 2 года после того, как они были туда включены. Но в Хакасии часто такие факты случаются? Да, достаточно много. Вот по сравнению с 2014 годом очень много таких фактов. Мы более 100 обращений рассмотрели за 2015 год. В этом году порядка 40. То есть как бы достаточно большой объем. А какая сфера преобладает? В основном стройка. В основном строительство, тогда, когда генеральный подрядчик не исполняет условия контракта, либо ненадлежащим образом. Были случаи, когда они не осуществляли строительство в срок, в том числе для федеральных заказчиков. Такое у нас важное дело, мы принимали решение. Тоже сейчас оно обжалуется в суде. Вообще вот очень много наших решений, которые мы принимаем, к сожалению, обжалуются в суде. Может быть, и к счастью, для того, чтобы мы понимали о том, что все-таки мы работаем правильно, и суд нас поддерживает. Ну вот деятельность муниципалитетов тоже попадает в сферу вашей службы. Как часто вам приходится с ними работать? К сожалению, достаточно часто, даже, наверное, чаще, чем с остальными органами власти, муниципалитеты в силу, наверное, своей не совсем правовой грамотности достаточно часто допускают нарушения антимонопольного законодательства. Как правило, это происходит по незнанию закона. Ну, в основном какие нарушения? Это нарушения в части предоставления муниципального имущества без проведения процедуры торгов, в нарушение условий предоставления государственных муниципальных преференций. Ну, либо это банально сговор. Как мы уже говорили, у нас был такой случай в Вершинотёйском постсовете. У нас просто договорились органы местного самоуправления с хозяйствующим субъектом, которым просто предоставляли вне каких-либо процедур имущество для ведения хозяйственной деятельности, предоставлялись имущество для иных целей. Естественно, их конкуренты не могли конкурировать на таких же условиях на этом рынке, поскольку они этого права не имели. Обращались к нам с заявлением, мы такие решения выносили. Достаточно много нарушений муниципалы совершают в части также участия в процедуре торгов, нарушения в части предоставления земельных участков, ну и так далее, так далее. Этот список можно, наверное, продолжать бесконечно. Очень много нарушений. Ну вот и еще одна тема. Какое-то время назад у нас не было рекламы слабых алкогольных напитков, сейчас она опять появилась. Что это, в законодательстве послабления появились или нарушений стало больше? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну да, к сожалению, у нас произошло послабление в законе о рекламе. Мы достаточно много говорили о том, что наконец-то запретили рекламу пива. В настоящий момент внесли изменения. Мы связываем это с определенным лобби, да, которые все-таки этот поступок совершили. И вот в настоящий момент в законе о рекламе предусмотрена возможность рекламы алкогольных напитков, но единственное, там есть некоторые послабления в части того, что реклама пива допускается, но с определенными условиями. Тогда, допустим, когда есть предупреждение о вреде чрезмерного употребления, причем это предупреждение должно содержать не менее 10% площади рекламы. Тогда, когда нет использования в рекламе алкогольных напитков образа людей и животных. Тогда, когда она, допустим, запрещается реклама пива, когда она стимулирует к утолению жажды и прочее, прочее. Там очень много, скажем так, условий, которые предусмотрены в законе о рекламе, но в основном мы всем говорим, нашим продавцам алкогольных напитков, в том, что вы будьте осторожны, потому что практически каждая реклама алкогольных напитков, несмотря на то, что это будет бочка с пенным напитком, либо там грозди винограда, мы все-таки это квалифицируем как рекламу алкоголя, что запрещается определенным родом законом о рекламе. Поэтому вот стараемся говорить о том, что нужно с осторожностью подходить при рекламе подобного рода, читать внимательно законодательство. Ксения Александровна, насколько я знаю, антимонопольная служба в Хакасии была образована четверть века назад. Уже можно, наверное, подвести какие-то итоги, не маленький такой срок. Вот что уже сделано и все-таки каких результатов вы еще хотите добиться?
Ну, если говорить в целом об антимонопольной службе, то достаточно много сделано всего. Вот если говорить, допустим, в 2015 году мы приняли 4-й пакет поправок. У нас закон с 91 года и уже 4 раза глобально менялся. То есть мы совершенствуемся, мы признаны странами БРИКС в качестве одной из лучших стран, которая занимается конкурентной политикой. Ну, это, наверное, большая заслуга нашего центрального аппарата, наших коллег со всех территориальных управлений. Что касаемо нашего управления, то мы гордимся со своей стороны о том, что начиная с 2011 года мы в рейтинге территориальных органов, это своего рода оценка нашим центральным аппаратом работы всех структурных подразделений его территориальных органов. Мы не выходим из двадцатки лучших, и в числе в 2014 году мы заняли 3-е место. То есть это вот определенная такая гордость у нас присутствует. Как-то были мы 10-ми. Кроме всего прочего, наши дела, которые рассматриваются нашим управлением, достаточно часто признаются лучшими среди дел всех территориальных управлений. Вот в сравнении с 89, да, допустим, то мы Хакасия маленькая, казалось бы, да, но гордая. И достаточно много дел, которые признаются лучшими, и мы даже вошли в 20-ку лучших по итогам 2012 года, и 2 наших дела прям были указаны в книжке лучших дел антимонопольных, да, среди федеральных структур. Какие цели на будущее? Ну, конечно же, мы не теряем надежды быть первыми. Это наша цель, я давно об этом говорю. Кроме того, сейчас очень большие цели в плане совершенствования законодательства о закупках. Мы хотим все конкурсы, которые предусмотрены в 44-м, перевести в электронный вид. Мы хотим отсовершенствовать 223-й закон. Это закон о закупках отдельных видов юридических лиц. На сегодняшний момент он недостаточно совершенен, есть там некоторые вопросы к нему. Мы хотим осуществить взаимодействие с правоохранительными органами, тем более это у нас сейчас в нашем управлении, по крайней мере, мы ставим основную задачу для того, чтобы все-таки работать на опережение, не по факту нарушения, а все-таки не допускать этих нарушений. Также аналогичную работу я пропагандирую с органами исполнительной власти субъекта для того, чтобы мы все-таки, для того, чтобы строить нам эффективную экономику в Республике Хакасия, нужно все-таки работать на опережение. В связи с чем мы активно работаем по разработке стратегии развития конкуренции у нас на территории Республики Хакасия. Мы одни из его, наверное, реализаторов этой концепции такой достаточно большой. Ну и, конечно же, мы стараемся работать на экономику нашей республики и делать все возможное для того, чтобы не допускать злоупотреблений. Спасибо, Ксения Александровна, что пришли к нам. Напомню, сегодня гостем в нашей студии была руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Хакасии Ксения Лебедева. Не переключайтесь.